Zaman xeyir olsun saygılı seyirciler. Efirde programı Lafi Dilim Büyükalığı'nın. Bugün bizde misafirlikte bir pek meraklı bir misafir. Bugün yine programımız bizim formatın dışında olacak. Çünkü bize söylediler hani daha kolay olacak Rus dilinde laf etme. Onun için bizim bugün misafirimiz Rus dilinde laf edecek. Biz de ona sorularımızı soracağız Rus dilinde. Kendisi Kongazlı ama bugünkü günde yaşıyor Dubai'de. Orada kendi işini götürüyor. Hem blogunu. Анатолий Чебанов. Анатолий, хош geldiniz. Добро пожаловать. Спасибо большое. Я все понимаю, как собака, да. Добро пожаловать на родную землю и к нам на программу. Спасибо большое, что пригласили. И неожиданно и так совпало. То есть я здесь в Гагаузии был последний раз 3 года назад. Ну, вот так вот получилось, что и сегодня вы прямиком с Дубая прям да, я вчера вылетел, у меня 7 часов пересадка в Румынии была, и вот сразу сюда. Это очень приятно, конечно, что вы не отказываете в таких моментах, и нам будет о чем, я думаю, поговорить сегодня, узнать вас поближе. Я думаю, что и каждому жителю Кавказа как минимум будет интересно узнать, кто же такой Анатолий Чебанов, чем он занимается и где он все-таки сегодня себя реализует. С удовольствием расскажу да. все, что... Расскажите немного, наверное, о детстве вашем, как оно прошло, в какой семье вы выросли? Я плохо это помню. Ну, я знаю, что к моменту моего рождения отец был директором молочной фермы, но как раз тогда была перестройка, то есть начало все разваливаться. А мама учитель всю свою жизнь, учитель в школе. На данный момент ей 63 исполнится в марте, но она все еще действующий учитель. Вот сейчас у нее там заканчивается контракт, в смысле действующий директор школы в Кангазе. И поэтому с детства у нас все, что проходило, то есть мама все время воспитывала, все время давала какие-то задачки, чтобы мы там, неважно, пошли прошивать кукурузу. Что в школе директор, что дома, да? Ну, честно, без лести, мама лучший учитель, которого я когда-либо встречал, потому что за все это время я ни разу не слышал, чтобы она вообще повышала голос в школе. И для меня это действительно пример как учитель. Я, правда, в 7 классе я оттуда ушел, потому что поведение у меня в школе было относительно, и дабы не позорить маму, я ушел. Лучше я сказал, подальше. Да, я пойду в другую школу, мам, потому что я измениться вряд ли смогу, а позорить тебя не хочу, поэтому давай у тебя свое царство, а я пойду там строить свою жизнь. И куда вы решили уйти? Я перешел в турецкий лицей, там 2 года поучился. Да, в Кангазе. 2 года там поучился. Тяжело достаточно давались предметы на английском языке, потом, да и в целом, меня тянуло на творчество, и я перешел в первый лицей, потом там же в Кангазе. И, честно говоря, учебе я мало внимания уделял, но при этом жил очень активной жизнью с точки зрения... Я был капитаном команды по баскетболу и был капитаном команды КВН у себя. И мы, кстати, тогда среди школ, у нас был финал здесь, в Камрате, мы заняли 1-е место нашей команды. И это, наверное, дало вот как раз вот этот первый толчок на то, чем заниматься, потому что было много вариантов, но после КВН захотелось что-то связанное с творчеством, с мероприятиями. Я поступил на режиссера массовых мероприятий, но по итогу мне понравилась группа, я перевелся. В итоге мое первое образование — актер театра и кино. То есть, но все равно в том же русле, да, тоже связанное с творчеством. А учились в Кишиневе? Учился в Тирасполе в итоге. То есть это был там первый переезд, хотя когда мы выиграли здесь в Камрате, я знаком был с ребятами, которые здесь в театре играют. Он говорит, поступайте к нам на актерское. Я искренне хотел, но говорю, честно, такой возраст, когда хочется чуть-чуть подальше от родителей, да. Как бы не под тем контролем, поэтому выбрал Тирасполь и уже отучился там, и там жил там до 2014 года. Ну, как бы это... Само актерство, само обучение там, я, честно говоря, понял на 2-м или 3-м курсе, что точно не буду работать актером, потому что зарабатывают, к сожалению, действительно хорошо зарабатывают 1 из сотни тысяч. А так, средняя зарплата в театре порядка, на данный момент даже $100-150. И на это нереально прожить, особенно мужчине, да, когда женщина, девушка для души этим а вообще занимается. Как отреагировали родители на этот выбор? Потому что родители лучше знают ситуацию на рынке труда, и они представляли, куда вы идете и кем вы планируете стать, и как вы на эти деньги сможете сохранить, и семью обеспечить. Они как-то отреагировали на ваш выбор?
Я, по-моему, то ли с 14, то ли с 15 лет работал. Уже диджеем работал в Кангазе несколько лет, потом я работал киномехаником, там же, пока учился в школе. И я уже там кое-что себе поднакопил, когда переезжал, купил сам себе там компьютер. И потом, ну, они понимали, что если я решил так, ну, меня вряд ли получится переубедить, да. И так как я сам себя обеспечивал, тем более было сложно на меня повлиять. То есть я с первого курса... наверное, ну, на втором курсе точно. У меня было 4 параллельные работы для того, чтобы можно было обеспечивать. Я тогда жил в отношениях, чтобы можно было обеспечивать как бы, свою семью и как бы и учиться. У меня там ночная, я уже начал тогда работать на телевидении, ночью в клубах работал, плюс как бы был художником по рекламе в театре и администратором сайта. Ну, то есть, но ведь это же работа на износ. Не было ли каких-то вот таких вот срывов, что вот все, больше не могу? 19 лет, тогда... Срыва не бывает, да? Тогда нет. Ну, то есть тогда, если ты видишь цель и понимаешь, что ради чего ты это делаешь, все нормально. То есть, ну, я где садился, там есть 15 минут, о, отлично, я посплю. 15 минут поспал, пошел дальше. Где-то договаривался с преподавателями о том, что, ну, так и так, мне нужно закончить. Да. Говорю, для родителям важно, чтобы я получил высшее образование, я должен его закончить. Но я не пойду работать, не буду служить мельпомене. Но высшее образование важно получить. Поэтому где-то понимали, плюс как бы я продолжил заниматься КВНом там, мы представляли университет, мы выступали в Германии, в Греции нашей командой. Мы попали на Comedy Battle, на ТНТ выступали, и как бы они понимали, что ну, вот, как бы, есть человек, который определенным образом все равно прославляет как бы, университет как студент, и как бы, на некоторые вещи закрывали глаза. Да. И потом вы все-таки не решились остаться ни в Приднестровье, ни в Молдове, выбрали другую страну для жизни. В 2014 год кризис. И кажется, в Молдове постоянно кризис, не только в 2014 году. На тот момент прямо начали закрываться, ну, то есть мне на телевидении 7 месяцев не платили зарплату, и типа потом там все когда-то заплатим, да, когда-то в будущем. Начали закрываться там ночные клубы, где я работал, ну, в общем, прям сильно все подрезали. И я себе задал, наверное, вопрос, который я рекомендую каждому человеку себе задать. На тот момент я себе сказал: Толь, посмотри на лучших в твоей сфере. То есть я тогда в основном занимался видеосъемкой, и было 2 парня в Приднестровье, которые там, не знаю, дороже всех снимали свадьбу. Они были главными режиссерами на телевидении. И вот если взять их, типа, готов ли и хочешь ли ты через 10 лет прийти к этому? И я посмотрел, типа, машины, которые там 25 лет, ипотека, квартира на 30 лет где-то на отшибе города. Я понял, что... Мне это не надо, да? Ну, когда я поставил цель, вот смотри, ты можешь быть таким же, через 10 лет вот прийти к этому, я понимаю, что я же не хочу к этому прийти. Мне вот такой результат не нужен. Я тогда принял решение переезжать в Москву, пробовать. Не было там никого, ни знакомых, ничего. Переехал, сказать, что было легко, точно нет, но была история, что... Я точно не хочу возвращаться обратно побитой собакой, я добьюсь результата, если потом захочу вернуться, то я вернусь. Ну, разумеется, когда ты достигаешь определенного результата, ты уже понимаешь, что где больше перспективы, где можно сделать, и ты остаешься там. В Москве есть такая сфера квеста, ну, то есть я там не занимался съемкой, ну, первое время. Есть такая квеста, я не знаю, насколько в Молдове они есть. Команда приходит, и нужно там за час пройти определенное задание, чтобы уйти. Да. И, не так распространено, конечно. Но там был бум, наверное, как раз в 2016 году. В общем, я пошел туда сначала актером, потом стал администратором, потом управляющим сети квестов. Все было хорошо, но понял, что общаюсь там только со студентами, нету развития. И тогда пошел, а я не знал вообще про предпринимательство. Мне казалось, что у меня в окружении нет никого, из бизнесменов. Да, никто из родни этим не занимается. Я такой, что это вообще такое? Хотя как бы я понимаю, что папа когда-то что-то пробовал, не важно, сейчас не об этом. Я начал изучать, увидел один предприниматель, открыл свой блог, и я такой, хочу работать у него. Пошел, попал в отдел продаж, стал одним из лучших в отделе продаж. Потом решил там снимать ему блог, потому что мне не очень нравился продукт, который мы продаем, мне очень сложно договариваться со своей совестью. Если вдруг что-то там не так, то для меня лучше я буду зарабатывать меньше, но буду честен, спать спокойно.
Начал заниматься съемкой и с ним, и потом открыл свою компанию, потихонечку развиваемся. У меня офис в Тирасполе, потом в Москве открыл свой офис. Работали, я встретил свою жену в 17 году. Тоже в Москве? Да, в Москве встретил. И понял, что если бы не прекрасные девушки, мужчины бы вообще очень мало чего добились бы в жизни, честно говоря. То есть это хорошие мотиваторы женщины? Лучшие. В моем понимании точно лучше, потому что на тот момент, когда мы встретились, я, наверное, зарабатывал там 1070-80. Я ее встретил, она топ-менеджером была, она зарабатывала раз в 5, наверное, больше меня. А я понимаю, что я очень хочу быть с ней. А мое гагаузское воспитание говорит, ты не можешь быть девушкой и зарабатывать меньше. Да. И я за 3 месяца начал зарабатывать в 5 раз больше. И я пробовал все, и криптовалюты, и там майнинг, что угодно, легальное что-то, что можно вырасти. И получилось даже на моем деле, то есть я на съемке просто начал зарабатывать в 5 раз больше. И я тогда понял, что возможно все. Вопрос того, что если ты для себя не видишь, как по-другому, то есть я понял, что вот я точно хочу быть с ней. Иначе не могу. Чтобы быть с ней, мне нужно вот этот результат. И когда я получил этот результат, я не мог поверить, что хорошо, это мотивация, возможно. это понятно, да? Есть мотивация, есть цель заработать больше. Вопрос, в чем успех? То есть как нужно сделать так, чтобы заработать больше? Сложно сказать, в чем успех. Потому что в моем понимании история, когда, допустим, как раз в мое время все пошли на экономисты, на юристов, да, потому что вот эта перспектива, Модно. да, то, что там деньги. В моем окружении нет ни одного успешного экономиста с того момента, кто-то чтобы пошел. Я за то, чтобы человек занимался своим делом, которое ему нравится. И если он искренне будет этому отдаваться, делать это хорошо, то он будет расти в доходе. И, разумеется, задавать себе вопрос, а насколько ты хочешь вырасти. И зарабатывать больше не сама цель. То есть, если мы говорим о том, что я просто хочу зарабатывать больше, то обычно на этом желании все и заканчивается. Но когда у меня появилась тогда мотивация, что я хочу быть с ней, там получилось, окей, а что дальше? Мы как-то в чате, жена у меня запустила, в семейном, о чем мечтают мои родители. Мне мама пишет, что я 40 лет мечтаю в Санкт-Петербурге побывать. Я думаю, да ладно, ты ни разу в жизни не была? Нет, 40 лет уже мечтаю. И мы организовали, взяли гида с машины, он с отцом, они полетели, да, им все показали, Петергоф, все. И я вижу на всех фотографиях супер счастливые глаза, я такой, вот это, ты не зарабатываешь деньги ради денег, но когда ты зарабатываешь ради этого, это безумно мотивирует. Отвезти, в прошлый раз родители были в Дубае, несколько раз мы отвозили их, чтобы они отдыхали, и сестра как раз с детьми в Болгарии. Это все стоит денег, но ты понимаешь, что ради чего ты делаешь. И если есть смысл, то есть цель не сама деньги, а что-то ради больше, чего заработать? Что действительно торкает, что действительно заряжает и является мечтой, тогда получается результат. То есть ты просто себе отвечаешь на вопрос. То есть это с одной стороны эмоциональный, если мы говорим более технически, то понятно, что есть цель. Мы ставим цель, потом делаем декомпозицию. То есть делим эту цель на мелкие части и понимаем, что сегодняшние мои действия ведут ли меня к этой цели. И если они не ведут, то не надо это делать. Просто надо делать другим. И очень сложно отказаться делать то, что ты привык делать. Я в Москве, у меня команда давно работала, я давно делегировал, я сам не ездил на съемку. Мы приехали в Дубай, приехали всей семьей. Там все дорого, и я такой, надо что-то делать, надо чуть больше зарабатывать. Я начал еще опять ездить на съемки. И только сейчас я такой, Толь, ты давно уже это делегировал. А сейчас ты создаешь эту имитацию бурной деятельности. Хотя по факту это никак тебя не приведет к твоей цели. И сейчас я опять все делегировал, передаю команде, и я спокойно могу выстрелить. Я к тому, что отказаться делать то, что ты привык, очень сложно. Потому что голова всегда говорит о том, что нет, это небезопасно, это некомфортно. И для многих людей, возможно, это нормально. Для многих людей получать стабильную зарплату, жить в счастливой семье с детьми, этого достаточно. И не надо
в таких людях там, будить амбиции, говорить, ты можешь больше. Нет, если человеку хорошо, пусть ему будет хорошо. Я когда вот в Москве работал, приехал в Тирасполь встретиться со своими одногруппниками, я такой, ребята, в Москве перспективы, вот это можно сделать гораздо больше, ну чего вы здесь? Нет, Толь, типа нам здесь нормально. Я говорю, ну вот это. Я понимаю, что я сел, и я на тот момент зарабатывал больше, чем они все вместе взятые, там еще 8 человек. Я говорю, ребят, мне было тяжело, у меня никого не было. Вы приезжайте, я вам помогу, чем смогу. Нет, я вот тогда увидел впервые у одной девочки, которая типа, ну мне не надо. Ну типа, мне хорошо, я планирую там через год рожать здесь, вот здесь жить. И мне не нужен Мерседес. Мне все устраивает. Да, у мужа есть мотоцикл с коляской, и вот она в этой коляске едет, и она прям счастливая. Я такой, то есть то, что хорошо для меня, то есть реализация амбиций, что должно быть для всех. Вообще не так для других. И этот момент меня прям перестроил. Хотя сейчас несколько моих одногруппников оттуда тоже в Дубае, я их перевез, они работают со мной, то есть как бы, но некоторые остались, и им нормально. Ну, короче, я к тому, что надо... Каждый сам внутри должен решить. Надо определиться, не навязаны ли это цели. Очень часто мы в Инстаграме видим, как кто-то купил новую машину, мы такие, блин, а я же тоже хочу. Но если попа с дивана не поднимается в этот момент, чтобы идти что-то делать, вероятность, что это навязанная цель, и просто хочется получить, ну, просто чтобы было. Так не работает. И если как бы действий за этим не происходит, значит, эта цель, ну, не ваша. Она в действительности вас не мотивирует. Вот сейчас меня не мотивируют столько деньги. Я начал вести этот блог, потому что меня мотивирует рассказывать про осознанное отцовство. У меня 4 детей, и я хочу больше отцов вовлекать в воспитание детей. Для меня это как миссия. Когда я встретил свою жену, у нее уже было двое деток, и сколько, 8-й год, мы живем в одной семье, и я не разделяю младших со старшими. И я только начал вести свой блог, мне огромное количество девушек написало о том, что как вообще. Ну, то есть у меня есть дети, я хочу отношений, но я как представлю чужого мужчину со своими детьми, я такой, не, нафиг. Я такой, девочки, нормально, жизнь продолжается. Ну да, наверное, это все в голове. Да, все барьеры в голове. Я когда понимаю, что я могу в этом помочь, могу как направить, просто на примере сказать. То есть это ниша, которую можно занять сейчас, в вашем случае? Да, ну то есть меня это мотивирует. То есть я когда понимаю, что, допустим, у меня есть старший брат, я там был на родах своего ребенка. И мой брат такой, там, что делать? Потому что это же, ну, типа, не мужское. Это не по-гагаузски. Да, ну, типа, это же вообще все неправильно. Но я ему рассказываю, что, ты понимаешь, это самый счастливый момент в моей жизни был. Мы после этого год со своей женой ни разу даже голос не повышался. Настолько мы в этот момент объединились, настолько это было ценно. Я ему это все рассказываю, когда у него родился 2-й ребенок, он присутствовал на родах, и потом меня благодарил, я такой, блин, такая мелочь. Но я повлиял на это, и человек был мне благодарен. И я понимаю, что чем больше, в хорошем ключе, чем на большее количество людей я смогу так повлиять, тем больше обретет смысл моей жизни. То есть у вас есть еще одна мотивация людей во многих моментах просто чему-то научить или просто показать пример, что может быть по-другому. Наверное, это от мамы, да. Ну, да, есть такое. Ваша фирма занимается съемками каких мероприятий? У нас в основном контент для соцсетей. В Дубае это как раз съемка для YouTube-каналов, для ТикТока, Инстаграма. В Москве мы также снимаем рекламные ролики для компаний делаем, плюс анимационные 2D, 3D ролики. Это в офисе как раз в Тирасполе делается. То есть в основном большой спектр услуг, но не идем в сторону документальных фильмов или в целом фильмов, потому что это прям более короткометражные какие-то другая индустрия. Мне нравятся соцсети, потому что на данный момент ты можешь на телефон отснять контент, но если ты вложил туда идею, если ты вызвал по итогу эмоций, то этот контент, неважно на что он снят, он будет набирать миллионы просмотров, миллионы комментариев людей, которые кого-то ты развеселил, кого-то ты чему-то научил. И мне этот контент, он проще делается, он делается одномоментно, но при этом результаты дает не меньше.
Ну и есть история, что когда ты работаешь, конечно, так с контентом, у тебя клиенты постоянно. То есть вот мы в Дубай приехали, вот с какими клиентами я начал работать 1,5 года назад, они до сих пор со мной работают. И вот вопрос, почему вы переехали в Дубай? Что стало толчком в решении этого вопроса? Мы думали до этого о том, что мы хотим дать старшим детям образование зарубежное, чтобы у них было больше выбора потом по трудоустройству, потому что образование в России не в большом количестве стран котируется. После событий, которые начались в феврале 2022 года, старшим сейчас 18, мы еще посчитали, что это не совсем безопасно. И когда это все сралось, у меня были большие контракты с Ростуризмом, мы развивали соцсети, у меня были контракты с парками, со всеми московскими, мы развивали соцсети. Это все закрылось. Все закрылось, мне в одностороннем порядке закрыли контракты, я потерял на этом достаточно много денег. Жене предложили вариант очень комфортно, закрывая большое количество затрат, переехать в Дубай. И мы такие, если не сейчас, если не пробовать туда, хотя было тяжко, потому что вот мы переезжали летом, 1,5 года назад. Самый старший ЕГЭ сдает, ему надо куда-то поступать, что-то делать. Вторая дочка ОГЭ сдает после 9 класса. Жена у меня на 7-м месяце беременности с 4-м ребенком, и плюс мелкий еще годовалый. Но мы таки решаем, что да, вот собираем вещи и в одну сторону переезжаем, потому что вот если не получится сейчас сделать, то потом будет сложнее. Ну и потому что в моей голове, конечно, было проще переехать в Турцию, зная язык, все проще коммуницировать, гораздо дешевле. Но предложение поступило оттуда, мы рискнули, и поэтому... Вы не жалеете о принятом решении? Точно не жалеем. Старший сын сначала поступил в Грецию, ему не очень понравилось, он в итоге приехал, он сейчас учится тоже в Дубае, в прекрасном университете. Старшая дочка безумно довольна школой, она получает отличное образование. У младших всегда хорошая погода, парк, в общем, все, что нужно, есть. Я получил огромное количество новых знакомых. Сложно было адаптироваться вам, как бизнесмену, на новом рынке, потому что у каждого рынка есть свои преимущества и свои какие-то особенности. Точно да, потому что если в России ты, допустим, откроешь банковский счет, или там откроешь компанию, то на следующий день тебе позвонит 10 банков и скажет: откройте, пожалуйста, у нас счет. Бесплатно, безвозмездно, просто откройте. А если то же самое сделать в Дубае, во-первых, тебе нужно заплатить порядка 10 тысяч долларов, чтобы открыть просто компанию. И потом еще не факт, что тебе откроют счет, чтобы просто вести. Чтобы устроить любого сотрудника, тебе нужно по 2000 долларов только на документы еще давать. А это нужно на самом старте. И в этом плане, конечно, тяжело. Тяжело работать, потому что в Дубае очень много приезжают ребята там, на 2-3 месяца и фрилансят, снимают. А ты с ними конкурировать с ними сложно. Ты работаешь в белую, у тебя и налоги, и документы, и так далее. Естественно, цена уже повышается. Да, а они готовы, в ресторан поснимать, за еду готов. И сконкурировать с этим сложно, поэтому в этой сфере было начинать достаточно непросто, но, по крайней мере, все равно мы растем нормально. Мы потихонечку растем, все получается, подключили маркетинг. И Дубай такое место, что если ты предоставляешь хороший сервис, то у тебя будут клиенты, потому что сервис, как мы привыкли здесь, и в Молдове, или в России, он там сильно хуже. Он хуже. Они учатся, конечно, стараются, но в основном сервис выполняется самой дешевой рабочей силой из Бангладеша, из Пакистана, из Индии. Там ребята ничего не слышали про сервис, и их стараются этому обучить, но... На ваш взгляд, в чем секрет успешного бизнеса вот для любого предпринимателя? Правильный выбор ниши, в первую очередь, с чего бы начать. То есть, надо понимать свои сильные стороны, и если вы не уверены в этом, то лучше брать еще партнера, который дополняет в тех частях, которые у вас хромают. Выбор ниши нормально, если как первый бизнес, просто брать формат бизнеса, который уже работает у кого-то, и это копировать. Я очень рекомендую первый бизнес пробовать людям
без привлечения каких-либо денег, точно без кредитов. Если ты открываешь, допустим, маркетинговое агентство или там любые услуги, то для начала ты можешь продавать чьи-то услуги из них. Ну, к примеру, я хочу открыть там салон красоты. Попробуй сначала для другого салона красоты привлечь клиентов. Просто попробуй это сделать, или там мастеров. И они тебе будут давать процент от продаж. Ты уже ты поймешь, насколько это работает. Потому что обычно люди думают, что сейчас я сделаю ремонт, сейчас я найму сотрудников, и люди как пойдут, так, к сожалению, не работает. То есть я за то, чтобы пробовать без сильных последствий. Сильные последствия я вот как раз про кредиты или про другие обстоятельства, которые потом, если не получится, отобьют все желание что-либо делать дальше. А вот момент с делегированием. Сегодня на самом деле очень сложно делегировать, доверить работу, может быть, сначала совершенно чужим людям. В чем секрет? Как все-таки решиться на вот этот шаг и научить себя дать возможность делегировать свою работу? Самое сложное делегирование, как ни странно, это самому поверить в то, что ты не самый лучший сотрудник. Самая большая проблема делегирования в том, что предприниматели, когда привыкли делать все, им кажется, что кто бы ни пришел на их место, он же сейчас все испортит, он не сделает так хорошо. И да, возможно, один человек, допустим, я как продаю, я как общаюсь с клиентами, никто так не сможет сделать. Возможно. Возможно, что из 10 встреч вы будете продавать 9 людям. Но если вы возьмете одного продажника, и он из 10 будет продавать 3 человека уже повторят ваш результат, а 4-5 уже сделают больше, чем вы. Но если вы воспринимаете себя как предпринимателя, как бизнесмена, надо строить изначально бизнес-модель так, что будет ли фин-модель биться в тот момент, когда вы не будете работать собственными руками. Потому что многие считают себя предпринимателями из разряда, любят парикмахеры открывать барбершоп, сами же там работать и говорят, ну вот же у меня есть прибыль. Я говорю, а давай мы сейчас тебя уберем самого как мастера, барбершоп останется в плюсе? Тогда нет. Я говорю, так это же не бизнес. Ты сам себе придумал ремесло, и ты им занимаешься. Это неплохо. Но надо понимать, что это не бизнес. Это не то, что ты можешь делегировать, будет продолжать работать, и ты можешь масштабировать. Масштабировать это нельзя. Потому что ты зарабатываешь только за счет того, что сам продолжаешь работать руками. И любое дело, если ты продолжаешь работать руками, если ты понимаешь, что ты, допустим, заболел или там уехал в отпуск на месяц, и у тебя все встало, это не бизнес. Это все про ремесло. И это неплохо. Есть прекрасные массажисты, остеопаты. У меня есть друг, мы вчера как раз с ним писали интервью, номер 1 эксперт по психосоматике. Он эксперт, и он прекрасно зарабатывает. У него один сеанс часовой стоит $1000. Но это не бизнес. Но как ремесло, ему это нравится, он зарабатывает. Это тоже своего рода продажа своих знаний и своего опыта. Да, но это ремесло. То есть он может, то есть я к тому, что можно хорошо зарабатывать и не строить именно бизнес-модель. Просто не стоит себя обманывать. Если бизнес-модель, надо, чтобы по цифрам, хотя бы на бумаге, чтобы он мог продолжать работать даже без вашего участия. Да, конечно. Анатолий, наверное, еще много-много вопросов можно вам задать, но наш формат, к сожалению, не дает нам возможности. Вам огромное спасибо, что вы пришли. Вы сегодня, наверное, открыли многим молодым людям глаза, особенно с нашим гагаузским менталитетом, да, с неумением делегировать и все только сам, я единственный и больше никто. Я думаю, что, наверное, многие еще больше заинтересуются вашим и аккаунтом, и вашей историей. Говорите об этом, говорите на самом деле об этом, это очень интересно. Сегодня молодые люди любят учиться у грамотных людей, и это очень хорошо, что наконец-то мы пришли к тому времени, когда людям интересно, как тот прошел свой путь, а как этот совершил какие-то действия и дошел до какого-то уровня. Несмотря на то, что у нас программа подходит к концу, у нас есть обычай, когда мы задаем своим гостям 5 вопросов из списка Марселя Пруста. Поэтому вас тоже приглашаю на ответ, чтобы вы ответили на наши вопросы, недолго думая, конечно. Блиц-опрос. Да, блиц-опрос. Что больше всего вы цените в людях?
человеколюбие, верность, доброту. Что вы никогда не сможете простить? Банально, но предательство. Из блюд и из напитков, что вы больше всего предпочитаете? Напитки Кола Зеро, да, это не очень правильно, но чаще всего, в 90% случаев, я пью воду. Если мне хочется чего-то другого, я пью Кола Зеро, а алкоголь не употребляю. А из еды? А из еды, вот я не был дома 3 года. Я уверен, что я прям очень хочется, мама что-то приготовит, и я прям с удовольствием поем. И для каждого человека, мне кажется, еда из детства обладает своим вкусом. Недавно у нас няни приготовили чуть-чуть прям блюдо, они делали мясо как бы с рагу, а получилось манджи. И такой, прям воспоминает. Я прям взял, как в мультфильме «Рататуй», ты такой прям ушли в детство. А я хлеб не ем, у меня там тренер за этим следит, я говорю, прости, говорю, я не могу. Говорю, вот кусок хлеба, я завтра на тренировке это отработаю, но мне было так вкусно. Это прям мне и передать. Мне жена всегда говорит, ну что с тобой? Я говорю, я не могу тебе это объяснить, но вкуснее этого нет ничего. Здесь своя особая философия, да, которую не понять всем. Да. Что, по-вашему, счастье? Как уместить это все? Счастье — это... Я за счастье стабильно. Я за счастье в каждый день. Тогда, когда ты можешь в него возвращаться. Да, круто, когда у тебя есть самые счастливые моменты в жизни, но я за то, чтобы каждый день был наполнен счастьем больше, чем негативными эмоциями. Для меня это счастье. Тогда, когда жена улыбается, тогда, когда дети улыбаются, тогда, когда здоровы, этого уже достаточно для счастья. И такой последний вопрос. Для вас Бог — это кто, ну, либо что? Я долго изучал религии разные, и буддизм, и ислам, и не могу для себя точно ответить. Я верю во что-то, Всевышнего, я верю, что точно есть что-то больше, чем мы готовы воспринять, но, к сожалению, не самые добросовестные люди, некоторые, которые работали в церквях, и я это видел, пока был на телевидении, немного оторвали. Для меня вера и христианство — это одно, церковь там, и некоторые служащие — это другое. Поэтому я за то, чтобы... Вера для меня вот в буддизме, то, что меня зацепило, хотя это есть во всех религиях. Относись к людям так, как хотел бы, чтобы относились к тебе. Это для меня вера. Спасибо, Анатолий. Я получила массу удовольствия. Я уверена, что наши зрители тоже испытали эти же чувства, что испытала сегодня я. Вам удачи. Вам удачи. Семье привет. Родителям тоже огромный привет. Надеюсь, что эти 3 дня будут полны эмоций, вкусной гагаузской еды, тепла, общения с родственниками максимально, насколько можно. Ну и на какой-то период вам этого заряда хватит, я думаю. 100%. Вам спасибо огромное. Спасибо, что создаете такие форматы. Я еще раз прошу прощения, что не настолько хорошо владею гагаузским языком, не хотел его больше там где-то позорить, так высказываться. Я понимал, что донести свои мысли смогу только так, но при этом то, что вы делаете, это большое дело, потому что я в детстве помню, как я смотрел телевидение, и понимал, что некоторых слов я вообще никогда не слышал, потому что мы привыкли на каком-то бытовом говорить. А я посмотрел ваши передачи, я понимаю, что, это так круто, и вы делаете большое дело. Спасибо вам огромное за приглашение. Спасибо. Saygılı seyirciler, efirde programmadılar Fidel'in Büyükalov'un büyün misafirlikte bulundu. Güzel bir misafir, hangisi geldi ta Dubai'dan ama kendisi Kongazlı, blogger, imiş adamı Anatoliy Çıbanov. Sağ olun, sen büyün bizimlendiniz. Kalın sağlıcakla.